в Турции, они переехали в большие города и по факту живут, скажем, в Стамбуле и в Анкаре. Там есть осетинские национальные общества, они проводят какие-то встречи и так далее. Это очень интересный язык для всяких лингвистических исследований, потому что с Турцией не было связи во время, скажем, железного занавеса, так называемого. Вот, и там что-то сохранилось или как-то изменилось под влиянием турецкого языка, то есть это интересно все рассматривать. О турецких осетинах ходят всякие интересные легенды, например, именно в интернете, да, всякие необоснованные оценки, что их какие-то несуразные миллионы человек. Конечно, это небольшая группа, может быть 20 тысяч. Вот. Но хороших данных нет, это все оценки. И те же по происхождению переселенцы, то есть мусульмане-осетины, которые оказались в Турции в XIX веке, по происхождению те же люди живут в Сирии. Там тоже есть осетинская группа, то есть люди, которые переехали в Османскую империю, ожидая там какого-то удачного расселения, но по факту их расселили в полупустынях, где-то в Сирии. Вот. Но на тот момент это была тоже Османская империя. Поэтому вот этим переселением объясняется наличие осетинской диаспоры в Сирии. Общее число говорящих оценивается в 500 тысяч человек, но никто точно не знает, сколько их, потому что перепись спрашивают людей, какой ваш родной язык. Они говорят осетинский. Перепись до следующей переписи, вот в следующем году будет перепись, в которой будет вопрос, какой язык для вас родной. Это поблажка для привычки людей говорить о языке, с которым они себя ассоциируют, да? О языке их предков, скажем так. Вот, и такой вопрос родной. И там есть пояснение. Язык, который для вас там дорог и так далее, который вы считаете языком своих предков. То есть есть такое объяснение, что перепись имеет в виду под родным. Но в то же время будет вопрос примерно в такой формулировке, на каком языке вы говорили до школы в основном. И вот тогда мы сможем наконец узнать, сколько человек искренне говорить на осетинском, как на первом, да? То есть на языке, на котором они говорили до школы, на языке, который преобладал в их окружении в детстве. Вот. Вероятно, это, конечно, меньше 500 тысяч, потому что во многих осетинских семьях или двуязычие русско-осетинское, или преобладание русского языка. Осетинский язык относится к индоевропейской семье, это немножко необычно для языка, который на Северном Кавказе расположился, и к иранской группе, восточной подгруппе. Это важно, потому что большинство живых и крупных иранских языков современных – это западная подгруппа. Это значит, что с осетинским у них меньше близости. А взаимопонятности осетинского и, скажем, фарси, даже речи нет, потому что они сказочно далеки. Некоторые слова узнаваемо созвучные, то, скажем, осетину учить фарси немножко проще, чем русскому. Вот такой уровень родства. Вот. Но при этом я все время вижу в том же интернете легенды, как кто-то служил в Афганистане, и там куда-то их забросило в какой-то кишлак, и там хозяйка говорила по-дегурски, то есть на диалекте осетинского языка. Это невозможная ситуация, но просто фраза, которая там приводится, со словом «корова». Вот. Действительно, корова может быть очень созвучной, да. И если он при этом еще и видел корову, то есть понял контекст, его могло поразить такое близкое созвучие, действительно объясняемое родством. Но полную фразу на осетинском нельзя понять, если знать, скажем, пушту, да? Это невозможно. И какая динамика, говоря о социолингвистике? Осетинский язык, в принципе, как все республиканские языки Российской Федерации, отнесен к языкам, находящимся в уязвимом состоянии.
это первая ступень градации vulnerable languages, то есть языки, которые уязвимы. Да? То есть они еще не умирают, но с их передачей что-то не так. То есть главным критерием вот этой красной книги языков ЮНЕСКО является, она точнее называется Atlas исчезающих языков, Atlas of Endangered Languages. Вот. Главным критерием там является именно передача, да? То есть не число говорящих, да? Может быть язык, на котором говорит 20 тысяч человек, и все они говорят на этом языке, и дети говорят. То есть этот язык не находится под угрозой исчезновения. Вот. И вот у осетинского есть такие проблемы, и осетиноведы рассказывают, что и педагоги осетинские, да, рассказывают, что сейчас, я не понимаю, я не жил никогда в осетинском селе, вот мне не представляю, мне кажется, что да, осетинский язык там всегда преобладал, а сейчас в школы стали приходить дети, которые не знают языка. Да, школа национальная там, например, да, то есть с преподаванием ряда предметов, части предметов на осетинском, и приходят дети, которые, ну, по сути, не знают или недостаточно хорошо знают родной язык. Вот. То есть это, ну, как бы новшество, да, этого раньше не было. Это происходит уже вот на наших глазах, скажем, 5-10 лет. Языковой сдвиг добрался до села. Наверное, зависит тоже от села, но в ряде сел, ну, Гизель пригородное село, конечно, поэтому, когда они говорят о Гизеле, это такой момент не очень тоже понятно, насколько именно это плохо, но плохо, конечно, да. С точки зрения сохранности языка это нехорошо. А в то же время в Осетии есть успехи по поводу развития среднего образования с прицелом на двуязычие, да, так называемая полилингвальная система, когда дети, слабо владеющие, помещаются в какие-то условия, когда они какому-то классу могут какие-то предметы изучать на осетинском языке, а наоборот, хорошо владеющие дети начинают с уроков на осетинском языке и продвигаются дальше к изучению русского языка в средней школе. Вот. И сейчас также идет работа по развитию осетинских детских садов. Это очень важно, потому что в селах, в детском саду, используется русский язык парадоксальным образом. Там есть методики, довольно серьезно описан этот процесс. Воспитатели не очень творчески могут от него отклоняться, поэтому, конечно, должна быть методика на местном языке, чтобы его применять вместо русского, потому что дети в садике, конечно, моментально переключаются за счет языка совместных игр и так далее на русский язык. Вот. О диалектах расскажу. Значит, в осетинском языке не очень пестрая диалектологическая картина. Фактически есть два диалекта. Это иронский и дегорский. Причем ирония ситуации заключается в том, что на этих языках нет общего, на этих диалектах нет общего самоназвания осетин. Да, то есть самоназванием, объединяющим осетин, является самоназванием на русском языке осетин. Вот. И разница между диалектами такова, что носители, как бы разнодиалектные люди, встретившись, часто прибегают к русскому языку как к языку посреднику, потому что не понимают друг друга. Вот. Конечно, по сути, в других условиях эти два диалекта стали бы языками, да, и на них просто возникли бы две литературные нормы, но так как-то сложилось, что мы говорим об осетинском языке и двух его диалектах и двух литературных нормах. То есть на дегорском есть произведения, образование в части, причем в части дегорских поселений. Вот, и вот такая необычная ситуация. Но она, конечно, не уникальная, даже прямо в России есть тоже такие похожие. Например, мы знаем, что есть такая республика Мордовия, и долгое время говорили мордовский язык, теперь говорят мордовские языки и персианский, маршанский язык как бы отдельно.
То есть такие ситуации довольно распространены. Или, например, когда там из болгарских диалектов получилось два литературных языка, в итоге, да, македонский и болгарский сейчас известны, и Болгарская академия наук не признает существование македонского языка. Вот. Значит, хороших данных по поводу того, какая доля осетин на каком диалекте говорит, нет, но вроде бы очевидно, общепринято, что на иронском говорит больше всего людей, поэтому, когда говорят об осетинском языке, обычно имеют в виду этот диалект. Вот так записано. А когда речь идет о дигорском, то тогда уточняется, что вот там дигорский и так далее. При этом статус дигорского тоже не очень понятен, потому что на самом дигорском-то он называется диалект, это же как бы термин научный, поэтому по-дигорски говорят дигоронновзак, то есть как бы язык. И, например, автор дигорско-русского словаря пишет в предисловии дигорский язык, а человек, который писал рецензию в той же книге на соседней странице, пишет дигорский диалект осетинского языка. То есть, тут есть такая определенная, может быть, даже напряженность, можно говорить. Например, не так давно на телевидении была встреча, посвященная сохранению и развитию языка, языку в школе, и собравшиеся люди, поскольку они были разнодиалектными, они посвятили, может быть, чуть ли не 1/5 этой беседы тому, насколько уместен дигорский в системе образования. Да. Вот, это такая какая-то немножко больная тема. Дигор, да, может быть. Да, у меня тоже есть такое субъективное впечатление, что дигорцы чаще справляются передать дигорский своим детям, чем иронцы, но, честно говоря, это субъективное впечатление, трудно его оценить. Давайте уже что-нибудь послушаем. Ничего не понятно сегодня. Распечатка. Здесь, значит, у нас все вот это. Число говорящих. Ставочка про письменность, можно потом почитать на досуге. А мы начнем прямо вот с примера, который отмечен цифрой 1. Это довольно длинный осетинский текст. Вам нужно попытаться, успевая за диктором, понять, что не так или необычно с письмом. Дарикой уайзов чижон комадарты агар каш факашсан. Одайдар фитбайна камахава усы неярчтам. Штай юаю рагончижтам. Фала нарадет каразен куназурам. Насардыра шухтар фаткама ахдауттыл. Назабах фашивады хуждар шомбойнул нахада кунаудам. Кунабатахшам. Отчи. Что вы, может быть, заметили в этой орфографии? Что звук «ш» передается. Да, звук с буквой «с» передается звук «ш», «батахшан» и так далее. «З», «ж» получается. Да, «з» это «ж», «хуждар» вообще мало очень получается. Пару раз только «раз-су-гдар», вот это вот слово, да? Буквально я одно свистящее как бы услышал, а вообще больше свистящее не услышал. Да, и вот здесь тоже «вжар», это читается «ж». Почему? Когда осетинский язык, он такой, он не совсем младописьменный, младописьменный называют языки, которые получили письменность после революции. Вот. А на осетинском первая книга была издана в конце, в последний год 18 века. То есть это такой довольно рано написанный язык. И когда пришли люди, заниматься миссионерством и развитием образования, они застали осетин еще в горах, где они сейчас особо не живут. Вот. И произношение некой одной точки легло в основу письменности, а потом, когда осетины перебрались на плоскость, что называется, они там образовали крупные поселения, и в них произошел почему-то сдвиг на другой говор. То есть куртатинское произношение, вот это же, оно называется сокающим по произношению фонемы «ц». Вот, оно стало преобладать, вот, и сейчас на севере является нормой. То есть на нем работает, вот это радио, официальное государственное
Вот. И примером слова, в котором есть и «ц», и «с», является «саргаш», например. Это орел. Да? Ну, а «е» это как бы русское безударное «а», такой слабый «а». Значит, на севере это произносится «саргаш», то есть это «с», это «ш». А на юге, Южная Осетия, знаете, государственная граница, все дела, но там не другой диалект, а говор иронского диалекта. Вот. И выглядит это так, что они произносят «ц» не как «с», а как «ш». И звучит это как «шаргас». Немножко другое качество «е», такая «шаргас». Значит, на севере говорят «саргаш», да? На юге говорят «шаргас», а пишется «царгас», и вот так заставляют детей читать в Южной Осетии в школах. То есть у них есть в Южной Осетии там население около 40 тысяч человек, то есть школ не очень много, но все дети, которые там школу заканчивают, они знают, что есть литературное произношение. На севере об этом не знают. Вот на юге знают и даже на телевидении стараются говорить вот так, то есть они говорят «царгас», в быту говорят «шаргас», а на севере все говорят, северяне, да, кроме недавно приехавших с юга, они говорят «саргаш». То есть мы видим такое несоответствие, и на этом фрагменте мы вот увидели, нашли эту особенность осетинской орфографии. Почему ее не меняют, да? То есть напрашивается какая-то реформа. Но это как вот с вьетнамским, потому что если делать реформу, надо определиться, куда ее делать, в сторону юга или в сторону севера, да? Вот, поэтому орфография, вот эта как бы старинная, она сохраняет некий баланс. То есть южане могут прочитать текст по-своему, северяне по-своему, и есть такая объединяющая орфография. Ну, по-своему это удобно. Когда я учил, я вообще, мне сказали «з», «ж», хорошо. То есть у меня вообще никаких вопросов не возникло. А потом я уже вижу, там у самих осетин есть какие-то обсуждения на эту тему, насколько это здорово, хорошо или плохо, надо ли читать, как написано и так далее. То есть можно привыкнуть очень быстро ко всему. Здесь интересно, вот курсивом выделено «карадзия», да? Это местоимение, которое означает взаимность, да, в винительном падеже, родителям. Значит, друг друга. То есть, если две души друг друга любят или будут любить, то на земле будет легче жить. Карадзия, в русском языке мы говорим друг друга, то есть есть такая устоявшееся словосочетание, например, поубивали друг друга, да? Мы же не вкладываем в него смысла один друг друга. Вот. А в осетинском есть просто местоимение, которое ничего такого не означает. Да? Не означает один другого, не означает друг друга, а вот такая штука. И условное отклонение здесь тоже у нас в русском языке прошедшее время и частица «бы». Здесь вот есть личная форма «варжой», которая, то есть, означает, что условное отклонение есть целых 3 времени. Очень богатая штука. Можно более, что ли, выразительно говорить о желаемых и всяких условных вещах, так скажем. Более, что ли, может быть, точно. Да, здесь местный внешний падеж тоже интересно. Да? Жах – это земля, жахыл – на земле. В осетинском нет предлогов практически, там есть один ад, означает вместе с. Вот. И есть после логи и падежи. Падежей 8, или 9 по другому счету. И жахыл – это внешний падеж, то есть на поверхности чего, отвечает на такой вопрос.
Чирсауза маталангуат мачиеш рушканзани, кулшарейса маманомал, саварчеш глаузани, сайса худу чижета, шаута бурта матхошта, юлдар забахаштут шталы тежахаштан, юлдар забахаштут шталы тежахаштан. Так, здесь много тоже интересно. Значит, what – это комната, what – направительный падеж, тоже еще один такой, может, необычный для русского языка падеж. Значит, отвечает на вопрос куда. И таланг – это темный. Тут то есть мы видим, что прилагательное и существительное не согласуются в падеже. Да? Таланг не изменяется, неизменяемая форма, то как бы очень удобно с точки зрения изучающего. То есть не надо думать о согласовании. Рухш – это свет, рухшканан – это освещать, делать светлым. То есть это пример составного глагола в осетинском. Очень много составных глаголов, а это плюс, потому что можно запомнить, как изменяется глагол канен делать, и все эти составные глаголы дальше не являются проблемой. Кто будет стоять, склонив пол? Да, вот это к с твердым знаком, что за звук? Это абрутив. Вот так обозначается в международном фонетическом алфавите. Значит, что здесь? Ку, да? То есть это произносится смычка разрывается не столбом воздуха в легких, а воздухом, который нагнетается между глоткой и смычкой. Вот, очень редко встречающийся звук, он такой, в Евразии он характерен для Кавказа. Кавказские абрутивные звуки. Очень много абрутивов в Дагестане, и не очень много в осетинском, но К довольно распространенный звук. На Ц, на Ч мало примеров времени, то есть на десятых. А на К много, в том числе Ах, Кух, да, рука, нога, то есть в базовом словаре тоже они есть. Непонятно, откуда они взялись, потому что в иранском языке не должно быть таких звуков. И Василий Иванович Абаев описывал, известный иронист, наверное, самый известный в теме изучения осетинского языка, он предполагал, что такое заимствование фонем, обычно языки не заимствуют звуки фонем. Они адаптируют заимствование под свои фонемы. Это могло произойти, если значительная часть населения была или двуязычным, или говорила на осетинском как на неродном и привнесло в него какие-то родные звуки. Теория кавказского субстрата. Да? То есть ираноязычные кочевники или не кочевники, по новой версии аланы не были кочевниками, а были оседлыми, и там есть следы пахоты и так далее. В общем, под напором других, собственно, кочевников, они оказались в горах, в значительной степени были истреблены, другая группа ушла с кочевниками в Европу, и вот кто-то оказался в горах, при этом они были престижной группой, на язык которой большинство могло перейти. Этим можно бы объяснить вот такие вещи, как слова неиранской и вообще непонятной этимологии в базовом словаре, и абруптивы как нормальные фонемы в осетинском языке. Вот. И что такое кулшара? Это склонив голову. И вот это как раз случай, когда со знанием языка, кто будет стоять в мою честь, склонив голову, непонятно, что имеется в виду. То есть тут уже надо знать какие-то реалии. Вот. Это отсылка к свадебному обряду, значит, когда невеста стоит в углу, значительную часть мероприятия, и вот. То есть кто согласится выйти за меня замуж, примерно такой смысл. Шаута-буш, там, просто буквально черные, желтые и цвета меда, да? То есть такое перечисление, понятно, что речь о цвете волос. Это русский язык не может называть людей просто черными, надо обязательно придумать, заимствовать из французского для этого слова какое-нибудь. Вот, а есть языки, в которых все просто. И, наконец, последняя фраза – это «шталыта жахыштан». В осетинском есть формант, который образует кляпы. Вот это штан, очень используемый кусочек грамматики,
которым люди пользуются. Все, что угодно можно поставить перед ним. Потом штан в конце, это значит, что человек поклялся этим, да, забожился. Вот. Встречаются сау, в частности, слово «сауштам» в такой форме не встречалось в русском языке. Да? Это очевидное заимствование у русских, которые заведомо не владеют осетинским. Очевидно, это заимствование осетинского «сауштам», да? Как бы ради Бога, Богом клянусь. Вот это. Вот. Как просто вводное слово. Встречается в русском языке жителей Владикавказа. И вот здесь он клянется, соответственно, звездами и землей. Во следующем фрагменте у нас здесь есть курсивом написана форма совместного падежа. Последняя строчка. Шаунамак шамбалт, шаукады, шау. Тоже не очень типичный для иранских языков звук К, вулярный. Получается через твердый знак. И здесь еще есть твердый знак. Здесь еще черная пуля над черным лесом. Понятно, имеется в виду роковая, да? То есть черный в таком значении эпитета используем, не буквально цвета. Здесь еще интересная опечатка, которую я сохраняю, потому что она о многом говорит. Да? Вот это фышта, Шахима в первой строчке фышта. Должно быть фышта, должно быть Вот. Но эта опечатка дорога моему сердцу, потому что она отвечает на вопрос, какой звук осетинского языка является самым сложным. Самым сложным звуком осетинского языка является вот то, что через АЕ обозначается, потому что развлечение А для русского уха — это невозможная вещь, потому что для нас это реализация, для меня, это реализация одной фонемы да, русской. Вот. Осетины их различают хорошо, которые не говорящие не различают, тоже мучаются. Я ко мне обращаюсь все время, ребята говорят, как научиться, где А, где АЕ, где А. В Кударском более, да, потому что в Кударском это будет это О, новоогубленное, очень заднее гласное, с в зал. И одна из хитростей, как запоминать, где какая гласная, это вот произносить их хотя бы во внутренней речи, вот с такой южной огласовкой, так скажем, с южным вокализмом. Вот, то есть это опечатывается, должно быть фышта, а фышта это бараны, а фышта это писал. Вот, то есть это еще и опечатка, которая совпадает с существующим словом, поэтому она не очень хорошая, но зато она рассказывает о одной из фундаментальных трудностей, с которыми приходится сталкиваться. Вот. Ну, в следующем фрагменте мы встречаемся с моделью такой конструкции наумабон. Нет моей мочи, да, нет моих сил, то есть я не могу. Нет глагола мочь, нельзя сказать я могу по-осетински, надо выкручиваться при помощи этой конструкции. Ихчин да ихчин шивадо, дабл тылсавын навмабо, варшен да варшен маваршо, дауферох каным навмабо, варшен да варшен маваршо, дауферох каным навмабо. Не могу уже тебя забыть, то ферох канан тоже пример составного глагола, то есть рох канан, это забывать, делать рох, вот такой глагол. Ну, такого, это, кстати, общеиранская штука, такого много в персидском тоже. Глаголы с соответствием кардан, да? Чего-то кардан, это значит вот такие тоже составные глаголы. Молитва, значит, одним из факторов сохранения осетинского языка является его использование в традиционной обрядовости религиозного плана. В осетин есть, сейчас очень тяжело об этом говорить, потому что есть
такое движение за отделение из этой традиционной обрядовости христианской части. Но вообще это, конечно, пожалуй, такая эклектичная религия, которая, несомненно, несет в себе следы какого-то, может быть, византийского аланского христианства, да, и более позднего влияния там, Грузии и уже потом русской православной церкви в империи. Вот. Но в то же время в этой религиозной традиции существуют застольные молитвы и пиршество, скажем, праздничное у осетин. Это фактически такое богослужение супруга. Да? То есть есть определенный порядок действий, порядок тостов, молитв, то есть тем молитв. Да? И выглядит это так, что старший за столом провозглашает молитву, и дальше вот так по очереди весь стол встает и говорит на заданную тему вариации этой молитвы, причем, что в христианстве называется от сердца, да? То есть не заучено. И это, конечно, способствует сохранению языка. В этой ситуации встать, если ты осетин, сказать что-то по-русски, это очень не кстати. Это прямо провал. Вот, поэтому ребята или знают что-то наизусть и там как-то умело подпихивают какие-то упрощенные формы или знают какую-то формулировку вроде, грубо говоря, засказанной старшим. Да? Вот. Но, конечно, в идеале это вот владение этой традицией, умение сплести вот из этих, во многом готовых каких-то оборотов, хорошую молитву. خيطة جيش غارين واش ترجيت عبودة خيسان دراخيش باجر بمباكن فندق نامون هيرونا دم كوفن سخوش كنك سنو دنو مع قورقة يتا اجلا قاولا وزنان То есть здесь во многом традиционной формулы, то есть Шахжарин Ваштрджи, золотой Ваштрджи, это традиционный эпитет. Хетаджи Ваштрджи, это место, где Хетагу помог Ваштрджи, то есть это храни нас под правым крылом, укажи нам дорогу. Да? То есть это какие-то вещи, которые могли встретиться в реальной молитве, и поэтому вот они встроены в рэп, они узнаваемые и вот так вот понятно. Интересный способ применения традиционного в современном. В конце главный хит, уже немножко такой устаревший, но тем не менее, это песня как раз на дегорском диалекте. Равай мазарда, баба я на царде хоритун. Равай матикес, равай мазарда, баба я на царде хоритун. Зай за кола, баба и бадола, гап габола, манка и бадола. Зай за кола, баба и бадола, гап габола, манка и бадола. Зай за кола, баба и бадола, гап габола, манка и бадола. Слушай, слышите, как они говорят, закола? Я так даже не совсем не закола. Вот. Закола и бадола, и габола, и гап-гап, вот это все, это, не все, но большинство этих слов это так называемый детский язык. Особенностью осетинского языка, не уникальной, конечно, но в сравнении с русским языком очень заметно является развитый детский язык. То есть у нас есть там слова типа бабайка, бибика, в общем-то как-то их не очень много. А в осетинском есть детское слово для глаза, для каши, то есть очень много таких слов, не знаю, под язык из, может быть, сотни слов, для которых характерно или повторение слогов, или то, что это открытые слоги и так далее. И вот здесь дзай-дзай — это как раз фрагмент детского языка, который означает покачивать на руках. Да? То есть, давай, дед, покачает тебя на руках, примерно. То есть это песня, она такая очень задорная, на самом деле об отношениях внука и деда. И также слышно, в принципе, наверное, даже на слух, что заметно отличается от иронского.
даже звуком. Тут мазарда, она поет, было бы мажарда. Было бы мажарда, да, но это тут хотя бы на один звук отличие, да. Вот, например, хори было бы хурытын, а тут хоритун. То есть, конечно, выучить дегорский иронцу относительно легко, просто надо, по сути, практиковаться, да, хотеть. Вот. Но вот так вот без подготовки невозможно это понять. Вот. Есть у меня тут совсем маленькие видеофрагменты еще. Дарайшам Хоршеве, доброе утро. Арфагонду. Такой необычный ответ, но это как бы стандартный ответ, с одной стороны. С другой стороны, очень трудно его перевести на русский язык. Как бы тебе здрасте, да, но арфагонд. Арфа — это как бы восхваление, что-то в этом роде. Арфагонду, то есть будь получи благословение, примерно так это можно перевести, но такой вариант определить. Вот она говорит, коддам калма каштан. Калма кашин — это ждать, просто составной глагол, такой довольно длинный для тоже нетипичного короткого русского глагола ждать, да, который корень чуть ли не жд. Вот сможете определить в первом слове, это АЕ или А? АЕ, да? Шарт. Она вроде бы выдыхает, да? То есть она могла бы сказать и пошире, если бы это бы подходило по фонетике. Она говорит шарт, потому что шарт пишется через АЕ. Если бы она сказала шар, да, это было бы другое слово. Мафихал талсдар. Шахтата, дуканита, казарта. Мафихалта алсдар. Мафихал талсдар. Шахтата, дуканита, казарта. Это алсдар почти не слышно, потому что там есть звук, который пишется как вот так пишется, но по сути это призвук, это даже, не знаю, даже не шва, это какой-то вот боль гласный. Вот, и она говорит алсдар, и звучит А, и дальше нам надо догадаться. Честно говоря, я не сразу догадался, что там звучит, скорее по месту, да, по сочетаемости. Потом, когда уже догадался по сочетаемости, то услышал и что, да, действительно, она говорит алсдар. Вот, и последний фрагмент, это как ее... Зина, правда пошама? То есть она убегает из класса и говорит, Зина, правда пошама? вернись обратно в граждах, а что нам назад? Вот, ну, вопросы ваши. Ударение в осетинском, да, значит, ну, в русском ударение своеобразно, но удлиняет гласную, да, и, по сути, ясно русские гласные слышатся только под ударением. В осетинском этого не происходит, поэтому часто бывает непонятно, где ударение в осетинском слове. Надо как бы, чувствовать вот это именно динамическое ударение, потому что вот эта буква часто кажется ударением, потому что у нас она звучит в русском языке только под ударением. Вот. Вообще, вместо осетинского ударения на первый или второй слог, на первый, если там сильная гласная, такая как А, О, и на второй, если в первом слоге слабая гласная, такая как И или А. Примерно так. Ну, то есть вот это алсдар, то есть ударение формально на А. Ирон, это ударение на И или на О. И в жар ударение, конечно, на А. Так. Прилагательные по слогам склоняются? Ой, по слогам, по родам. Нет. Вообще грамматического рода нет. Красивый девушка, да? То есть Рашух Лапу, красивый парень, Рашух Чиж, красивая девушка. И в падеже, мы даже видели это в примере, окончание падежа прилагательному не достается.
По этой причине Абаев пишет, что можно говорить о том, что прилагательных и существительных как бы нет в осетинском, а есть категория имени вообще. Потому что от существительного в осетинском может образовываться, например, сравнительная степень. Скажем, очень часто встречается лагдар. Лаг — это мужчина, в таком смысле мужчина. Да? И поэтому есть сравнительная степень лагдар. Кто более мужчина, так сказать. Да? Вот это вот описывает лагдар, более мужчина. Вот. А лагдар — это показатель сравнительной степени прилагательного. Да? То есть стал лагдар более темный там, и так далее. Угу. Ну, давайте собираться, если нет. Исследователь уже занимается у вас страницу. Да, значит, ссылка на ВК Кома Микетсо — это мой просто профиль ВКонтакте, если вопросы потом созревают у людей, да. А ссылка irunal.ru — это сайт, который я основал, ну, так, скорее, потому что мне не хватало каких-то материалов, когда я занимался осетинским, там, скажем, около 2000 года, и я стал их там собирать и сам тоже какие-то писать. Вот, из этого вырос большой полезный сайт. А паблик осетинский — это просто какие-то креативы на осетинском языке, там собираются в помощь изучающим, так скажем, чтобы поддержать их занятия. Вот. А что-то из литературы изучили? Ну, имеется в виду какой-то такой стандартный, не стандартный, а такой более-менее. Ну вот на irunal.ru есть такие вводные уроки, которые написал я. Вот. Они, ну, понятно, мне не очень нравятся, но есть хорошие отзывы. Вот. Их мало. То есть это просто вообще введение в тему, самое-самое. В то же время есть самоучительность языка языка, более серьезный, автор доказывал. Да? На момент, когда я писал свои уроки, он еще не вышел, поэтому, поскольку не было вообще никаких материалов для изучающих с нуля, я вот взял на себя такую смелость. Вот. Самоучитель Доказова есть в двух разных изданиях. Ну, как бы, чем позже издание, тем оно лучше, потому что первое сыровато, так скажем. Вот. Вот так. Есть грамматический очерк осетинского языка и более толстая грамматика Багаева. Это прямо книга, которая описывает с примерами на русском языке грамматику осетинского языка. Чтобы познакомиться, хорошее чтение. Ну, учиться по грамматике не очень удобно, но я учился по грамматическому очерку и осетинско-русскому словарю. То есть у меня не было возможности, до сих пор я осетинским так владею в итоге. То есть я свои фразы порождать не то, что не могу, но как-то стесняюсь, не уверен в себе. А чужие, да, я смотрю там радио, телевидение, без вопросов на вьетнамском меня спрашиваю, как вы воспринимаете новостные выпуски? Нет. На осетинском, да, все абсолютно понимаю, но говорить побаиваюсь, так сказать. Отчасти из-за того, что с самого начала не было такой практики особо. Вот.